1940 году Албаков Магомед Сустабевич, мой отец, с должности зампредседателя райисполкома уходит в армию. Дома у него остаются родители. Единственный сын у родителей Магомед Албаков был призван в армию в 27 лет и направлен в 11-й запасной танковый полк в город Луга Ленинградской области. Оттуда в сентябре его переводят в 24-й отдельный разведывательный батальон, который весной 41-го перебазируют в город Пушкин. Войну Магомед Албаков встретил там же, в звании командира бронемашины и замкома взвода. Его батальон сразу же отправляют на передовую, а Магомед все время проводит в разведке с командиром Хрустицким. Он говорил, такой смелый человек. Я никогда не видел такого смелого боевого товарища. И очень тяжело переживал по поводу его кончины. Однажды они должны были вместе поехать в разведку, а у моего отца пошла носом кровь, и он не смог выехать. И Хрустицкий поехал вместо него. И в этом бою Хрустицкий погиб. Из разведки щитон борю. Суалыр. Понятие. Тогда важно было стага хохолыш, хунус хочелыш халбах варзё. Сам ветеран о войне рассказывал часто, но немного, всякий раз обрывая себя на полусловие, не желая вспоминать все тяжести, пережитые в годы войны, но до конца вспоминал своих товарищей и командира, с которыми он прошел не один тяжелый бой. Он говорил, что с ним служил еще один чеченец. Он погиб во время разведки. И он похоронил его сам, как положено по нашим обычаям. Потом, после того, как он после войны демобилизовался и приехал, мы уже вернулись с Казахстана, он нашел его отца, он еще тогда был жив, и рассказывал ему, какой был его сын, как они служили, как они воевали. О боевом пути Магомеда Албакова родственники знают и из газетных статей того времени. Еще в 1941 году в октябрьском номере газеты «Известия» вышла статья под названием «Глубокая разведка», в которой напечатали о том, что под командованием старшины Албакова была полностью уничтожена вражеская разведгруппа. Сам старшина тогда получил контузию и 2 ранения. Бис хат юалюрюх де сирдшдина. Соудук ачетр что пож кур дом ерикес кур хаетти. Хамбарги цугуш. Дохжи неqash да дохжи набмюр охих цу адиша наби ишуатш. Штатер хаити да дохш тойх дажи. Хакок ашкитш хасому дуалж. Позже старшину Албакова направляют в 799-й батальон аэродромного обслуживания, действующего в составе Волховского фронта. А в 1943 году Магомеда отправляют в Московское военное инженерное училище на курсы повышения квалификации. Там он проучился до 1944 года, до своего увольнения и начала депортации. Его направляют на свалку леса в Зауралье. После нашей высылки, по ходатайству отца, то есть моего дедушки, в 1946 году он возвращается домой. Уже после войны Магомед Албаков был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, а его награды, полученные им на полях сражений, были потеряны. Восстановить их до сих пор не удалось. Ветеран ушел из жизни 18 лет назад, но у него осталась большая семья, 11 детей, 50 внуков и столько же правнуков. Но самое главное, он оставил о себе память как о герое войны и достойном сыне своего отечества. Хадис Добрива, Тимур Карахоев, Новости 24.